Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. Президент Абхазии Аслан Бжаня дал интервью телеканалу «Россия-24». Дефицит парковочных мест, узкие дороги или отсутствие культуры вождения. О важности проведения диагностики заболеваний крупного рогатого скота. В Минводах завершила работу первая Кавказская инвестиционная выставка. Президент Аслан Бжаня принял участие в пленарном заседании. Всего в работе выставки приняли участие гости из 14 зарубежных стран – Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки. Президент Абхазии Аслан Бжаня дал интервью телеканалу «Россия-24». Глава государства рассказал о крупных инвестиционных проектах, реализация которых планируется в Абхазии. Это восстановление авиационного сообщения, реконструкция международного аэропорта Сухум, газификация, а также ряд проектов в сфере туризма. Как известно, Абхазия является неотъемлемой частью Кавказа. Поэтому сегодня мы наблюдаем, как развиваются субъекты Российской Федерации, которые входят в Северокавказский федеральный округ. Во-первых, мы имеем возможность перенять некий опыт. Во-вторых, мы имеем возможность предложить ряд своих инвестиционных проектов. И обмен мнениями, обмен информацией, совместная работа по привлечению инвестиций – это очень выгодно. И это правильное направление деятельности, так я считаю. Многие крупные проекты, которые могут быть реализованы в Абхазии и реализуются в Абхазии, это проекты, которые делаются при поддержке российских инвесторов. Мы можем говорить о том, что у нас единое экономическое пространство, в котором работают почти одинаковые правила. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому я хотел бы отметить важность этого мероприятия, надеяться на то, что такого рода форум будет носить постоянный характер. Скажите, вот вы сказали о крупных инвестиционных проектах, которые может предложить Абхазия. Поподробнее можно остановиться на таких? Значит, это проекты, связанные с реализацией в таких отраслях, как транспорт. В настоящее время идет проработка проекта по восстановлению авиационного сообщения, реконструкция аэропорта города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзенба. Недавно была презентована схема газификации Абхазии, и мы рассчитываем на то, что будет совершен шаг уже в плане практической реализации данной инициативы и ряд крупных проектов в сфере туризма по всей Абхазии. Это масштабные строительные работы, масштабные комплексы, кластеры туристические. И здесь как раз-таки есть те узлы, где мы можем взаимодействовать, где мы должны взаимодействовать. В рамках первой Кавказской инвестиционной выставки Аслан Бжаня провел встречу с заместителем министра спорта Российской Федерации Одессом Байсултановым. Речь шла о взаимодействии в области спорта, в частности по развитию футбола в Абхазии. К другим новостям. Экс-генеральный директор Черноморэнерго, председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным программам Реза Зантария награжден медалью «100 лет плану ГОЭЛРО». Награду ему вручил генеральный директор Черкесгэсстрой Владимир Горшенин на первой Кавказской инвестиционной выставке. Медалью «100 лет плану ГОЭЛРО» награждаются за существенный вклад в развитие гидроэнергетики.
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с начальником управления охраны историко-культурного наследия Гарри Сангуля, общественным деятелем Белле Аршба и представителем подрядчика Рустамом Цвейба состояние кровельного покрытия Бедийского храма и Моковского кафедрального собора. Встреча прошла в рамках поручений президента. Премьер-министр поручил подрядной организации подготовить предложения в строгом соответствии с рекомендациями ученых и представить правительству согласованные решения. Поступления в бюджет налоговых платежей за апрель текущего года составили 156% или 404,3 миллиона рублей при плане 258,7 миллионов рублей, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. За 4 месяца текущего года в бюджет республики поступило 1 миллиард 266,2 миллиона рублей при плане 913,6 миллионов. Выполнение составило 139%. 4 мая в ходе патрулирования города Сухум сотрудниками столичного УВД были задержаны молодые люди, которые размещали плакаты на перилах эстакады ЖД-станции ГУМА. Подробности рассказал заместитель начальника УВД по городу Сухум Батал Ломия. Сегодня, 4 мая 2023 года, в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками Управления внутренних дел по городу Сухум была замечена группа молодых людей, находящихся на перилах эстакады железнодорожной станции ГУМА. Как впоследствии установлено, молодые люди размещали плакаты. Аналогичные действия были осуществлены на эстакадах по Кадурскому шоссе и в центре города Сухум по улице Воронова. Также по улице Сахарова была остановлена автомашина, при осмотре которого была обнаружена часть рукописных плакатов. Инцидент имел место в 4 часа 30 минут утра. 8 граждан, из которых 6 девушек, были доставлены в УВД по городу Сухум. После профилактической беседы девушки были отпущены домой. В отношении граждан Тани и Хаши были собраны материалы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 166 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. В ходе опроса вышеназванные граждане отказывались давать объяснения и подписывать протокол об административном правонарушении без участия адвокатов, в связи с чем в Управлении внутренних дел по городу Сухум были приглашены защитники, и после оформления всех надлежащих процедур граждане Тани и Хашик были отпущены домой. Ситуацию с задержанием активистов движения Арах Пицунда прокомментировал уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария и юрист-активист Арах Пицунда Лия Агарба. Мне в 8:30 утра позвонили ребята из инициативной группы, сообщили о том, что есть задержание, молодежь задержали. Мы подъехали сюда, под утро ребят задержали за развешиванием плакатов, баннеров. Значит, УВД предъявила ребятам по статье хулиганства о том, что они нарушали общественный порядок, развешивали листовки, не санкционированные, то есть администрация была не в курсе того, что они планируют развешивать. Исходя из этих нарушений, они были задержаны. Значит, девочек отпустили сразу, после того, как были проведены изъятия материала. Мальчишек придержали до составления протокола. Протокол были создан, юрист посмотрел, одобрил, подписали. Касаемо баннеров и листовок, которые были развешаны, УВД будет проводить проверку на факт их соответствия нормам закона. В принципе, были листовки, связанные с цитатами наших деятелей. Кому-то они могут показаться немножко экстремистными, но прокуратура, вот УВД будет проводить расследование, факту этого будет понятно, будут они нам возвращать эти листовки или нет. Ну, слава богу, все хорошо, ребятки выпустили. Должны были согласовывать, да, к сожалению, были не согласованы. И плюс время, когда они были развешаны, не соответствует нормам. То есть, если это было бы дневное время, это была бы другая обстановка. Плюс еще мы все-таки должны заблаговременно уведомлять органы о том, что мы администрацию города, что будут развешиваться листовки и так далее. Но, опять же, если бы это было дневное время, может быть, только вопросов не возникло бы. То есть вопрос заключается в том, что группа молодежи ходит под утро по городу и вызывает сомнения их деятельность. Исходя из вот этого вот восприятия, их и задержали, и вот это пока все у нас выяснялось. Мы будем спорить, мы будем оспаривать.
Мероприятие заключалось в том, что мы развешиваем баннеры с лозунгами, на которых мы выражаем свою позицию. У нас есть юристы. Мы делали уже акцию, которая была согласована с администрацией города. В том числе там был прописан весь наш маршрут, но это требовало законодательства. То есть нормы, которые требуют, чтобы мы согласовывали. Это было шествие с элементами демонстраций. Сейчас уже другая ситуация, когда никакой нормой нам не было предписано, чтобы мы согласовывали. Мы этого, соответственно, не сделали. Военнослужащий контрактной службы пограничной заставы Цантрыпши СГБ Абхазии Давид Ахиба, подозреваемый в умышленном убийстве Джеру Марганя, заключен под стражу сроком на 2 месяца, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Расследование уголовного дела поручено военной прокуратуре. Сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум раскрыто 2 преступления имущественного характера. Все подробности в материале пресс-службы МВД. 4 несовершеннолетних жителей столицы подозреваются в преступлении имущественного характера, имевшего место 2 мая текущего года. 2 мая 2023 года в период времени с часу до 2 часов ночи несовершеннолетний Чоко Леонард Ираклиевич, действуя группой лиц по предварительному сговору с несовершеннолетними Ласурия Нарсом Тамеловичем, Зардания Ливаном Гаревичем и Бжания Леоном Геннадьевичем, реализуя совместно корыстный преступный умысел, направленный на быстрое и незаконное обогащение, путем свободного доступа проникли в салон автомашины марки Toyota Avensis за государственным регистрационным знаком N809ОО 61-го региона Российской Федерации, припаркованную во дворе дома номер 4 по улице Адыгейская, откуда тайно похитили имущество, принадлежащее последнему. Своими действиями причинили имущественный вред на общую сумму 81 000 рублей. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум. Похищено, изъято. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 155 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел столичного УВД. Ранее, 1 мая текущего года, имел место угон автотранспортного средства «Мерседес», принадлежащей туристической компании. Автомобиль был припаркован у отеля в городе Сухум. В кратчайшие сроки данное преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска столичного УВД. Угнанное автотранспортное средство обнаружено в селе Губ Ачимчирского района. Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел 2 несовершеннолетних жителей города Сухум. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту А части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственное подразделение столичного УВД. В присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних фигуранты, подозреваемые в совершении вышеназванных преступлений, были опрошены и дали признательные показания. В настоящее время участились преступления среди несовершеннолетних, в ходе чего инспекция по делам несовершеннолетних усилила свою работу. Проводятся рейдовые мероприятия на центральном рынке, в парковых зонах, находящихся вблизи школы. Также участились доставления несовершеннолетних в вечернее и ночное время. Время варьируется от 3 до 5 утра. В результате чего убедительная просьба родителям усилить контроль за несовершеннолетними, которые могут в ночное и вечернее время не находиться дома. Подозреваемые отпущены под присмотр за несовершеннолетними. Если несколько лет назад автомобильные пробки и заторы в Сухуме были редкостью, то сегодня, чтобы вовремя добраться до места назначения, надо обязательно учитывать ситуацию на дорогах. Конечно, немаловажную роль здесь играют ремонтные работы и различные аварии, но припаркованные в нарушение правил машины создают серьезную помеху движению. Очень часто заторы образуются возле школ в утреннее время. Наша съемочная группа посетила несколько столичных образовательных учреждений и пообщалась с участниками дорожного движения. Репортаж Сарии Кварцхелия. В последние годы загруженность автомобильных дорог в Сухуме значительно выросла. До огромных пробок, как в мегаполисах, дело пока не доходит. Но небольшие заторы по утрам – уже привычное явление для столицы. Причин этому множество. Возросшее количество машин, дефицит парковочных мест, узкие дороги, нарушение водителями правил дорожного движения и многое другое. У столичных школ одна зона высадки перед входом, но часто из-за этого образовываются пробки. Желающих поближе подвезти детей слишком много, а маневренность машин
машины в условиях ограниченного пространства, как мы знаем, слишком мала. С 8:30 у 10-й столичной школы пробки. Вот в данный момент хочется всем как бы сюда подъехать, здесь ребенка оставить, потому что сами знаете, какое движение у нас здесь. Немножко опасно, и каждый старается своего то есть родители стараются детей сюда близко привести к школе. Пусть правильно ставят машину, и все будет нормально. Кто хочет так ставить, кто хочет так ставить, как попало ставят. Нет такого, чтобы правильно машину ставить. А так разъехаться возможно? Разъехаться, конечно, все равно разъедешься. Куда денешься, разъедешься. А бывали пробки, когда вы стояли, вот не смогли заехать? Бывает, конечно. Не знаю, честно говоря, с чем это можно исправить. Милиция-то стоит, они контролируют, знаков нет. Надо соблюдать как-то скоростной режим, надо друг другу уступать. В обед не стоит милиция, и мы как-то сложнее нам разъехаться. Бывают пробки, мы машину ставим на парковку улицы Пушкина и доводим за руку детей. Да, бывает в дождливую погоду невозможно здесь проехать, да. Здесь сложно вообще с проездом, да, в этом плане. И иной раз, да, приходится ставить машину подальше. Может быть, городские службы должны этот вопрос решить правильнее, не знаю, как сказать, но культура, наверное, 50/50, конечно, присутствует. Бывает, машину оставляют прямо посередине, уходят, и нет водителя. А регулировщики каждое утро стоят? Да, практически каждое утро, да. Они в помощь водителям? Да, конечно. Даже при наличии парковочных мест водители порой оставляют автомобили где попало и как попало. Умудряются парковаться на тротуарах и пешеходных переходах, загораживая проезд и обзор на перекрестках, при этом зная, что нарушают правила дорожного движения. Наша съемочная группа продолжила работу и в первой столичной школе. На удивление, машин здесь было немного, и разъехаться было несложно. А вот какая здесь была ситуация днем ранее. Видео прислали родители учащихся. Школа находится почти в центре города. Через дорогу МВД, СГБ и детский сад. Перед входом в 2 линии припаркованы машины сотрудников правоохранительных органов и учителей. Следовательно, дорога в школу значительно уже. Однако владельцы машин не нарушают правила дорожного движения, так как на месте знаков, запрещающих парковку, нет. С какими проблемами вы сталкиваетесь? Очень многие проблемы. Картер можно пробить, масло пойдет, люди не могут проходить. Очень плохое положение. Какой выход вы видите из положения? Выход сделать дорогу, обратиться к вышестоящим, и чтобы они помогли. Где ваша машина сейчас стоит? Вы прям до конца поднимаетесь? Внизу стоит. Внизу. Не рискуете подниматься, да? Не пропускают просто. Кто не пропускает? Которые проезжают, спускаются. Родители? Да. Паркуются не в том месте, нарушают все. Правда, нарушают. Паркуются в таких местах, мы не можем выезжать. Мы стоим, там пробки создаем по полчаса. С утра сложнее или вот когда вы забираете? И утром, и вечером. Мне кажется, проще вообще, чтобы машины сюда не заезжали. Вот там оставляли бы где-нибудь детей. У нас, правда, въезд очень тяжелый, утром не завезешь. Да, бывает, там ГАИ стоит, там периодически машины с утра не запускают. Но когда мы забираем детей, здесь всегда сталкиваемся с большими пробками. Дороги, сами видите, в очень плачевном состоянии. Но плюс еще стоят машины от МВД, и плюс, когда мы заезжаем, очень тяжело и выезжать, и заезжать. С утра тяжело или когда вот вы уже в обед забираете детей? Да, по сути, мне кажется, всегда тяжело. К часу, к 12 часам у нас уже пик, когда детей забирать. И все мы на машинах хотим сюда заехать. Ну и получается, что пробки постоянные. Какой выход из ситуации вы видите? Как-то, наверное, не запускать сюда машины. И дети прекрасно, так как здесь такого движения сильного не будет, дети прекрасно могут 2 шага с родителями вместе за руку поднять детей. Или какие-то парковочные места, наверное, сделать. Очевидно, что дорожная ситуация в республике непростая. Однако необходимо понять простую истину. Культура вождения и безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Сария Кварацхеля, Заур Кварчи, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Акция «Волонтеры Победы Абхазии» приурочена к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне прошла в Сухуме. Мероприятие было организовано общественной организацией «Центр правозащиты российских граждан в Абхазии» при поддержке культурного фонда «Платформа», общественной организации «Гулрыбш», Русское Содружество, администрации Гулрыбшского района и Ассоциации российских соотечественников. В акции приняли участие студенты АГУ, учащиеся школ Ткварчала, Гала, села Кутол, представители молодежной организации АПЭйпш и российские соотечественники. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику неизвестному солдату, где
где также прошел праздничный митинг с чтением стихов и исполнением военных песен советского периода. Затем в Национальной библиотеке имени Папаскир состоялась выставка «Абхазия в годы Великой Отечественной войны», а также прошла встреча с ветераном, членом Общественной палаты Давидом Билия. После этого был показан документальный фильм «Поиск» о работе абхазских курсантов по поиску родных узников концлагерей гитлеровской Германии из Абхазии. В рамках акции «Волонтеры Победы Абхазии» также планируется проведение мероприятий, посвященных 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Народные наигрыши, песни, пляски, пьесы вышел в свет сборник, над созданием которого более 30 лет назад трудился известный абхазский композитор-мелодист, дирижер, народный артист Отар Хунцария. Один из сборников, над которым работал Хунцария, по воле судьбы нашел директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварча среди вещей сына, трагически погибшего Инала Кварча. Как рассказал Нури Кварча, Отар Хунцария тогда создал несколько сборников по запросу Центра творчества и передал готовые работы, однако они сгорели в пожаре во время войны. Найденный сборник подобен чуду для народного искусства, ведь в него вошли множество танцевальных мелодий, таких как Айбаркара, Аураща, танец пастухов, Ахчасаки, молодежный перепляс и другие. Издание сборника стало возможным благодаря поддержке Фонда содействия культурному и социально-экономическому развитию Абхазо-Абазинского этноса Алашара и Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Многое время танцевал. Первый мой учитель, скажем так, который был, он у нас там преподавал в государственном ансамбле, это был Таня Валерий Константинович. Вот. И вот с танцами, естественно, музыка тоже как бы ты влюблен в это все. Ты даже если ты сегодня не танцуешь, то ты обязательно слушаешь музыку. Материальная и нематериальная культура должна быть сохранена. Помимо того, что ее сохранять, ее надо передавать, ее надо о ней говорить. Кто мы без культуры? Популяризация абхазо-абазинской культуры во всем мире, это обязательно нужно делать. И я думаю, что в этой все многие люди и народы, которые видят эту культуру, которые ее объемлят, они не остаются равнодушными. То есть она нравится, действительно, ее надо. Сотрудники Государственной ветеринарной службы проводят мероприятия по диагностике туберкулеза и бруцеллеза крупного рогатого скота. О важности и необходимости проведения данных мероприятий рассказал начальник службы Роман Джопуа. В настоящее время мы занимаемся диагностикой туберкулеза, бруцеллеза. В районах есть там определенные трудности, связанные с тем, что не с должным пониманием относятся к этому. Я хочу обратиться к ним, к животноводам. В первую очередь тем, кто реализует молочную продукцию в магазинах, в ресторанах, на рынках и так далее. Крупный рогатый скот, будь это мелкий рогатый скот, козы и так далее, значит, чью продукцию реализуют. Значит, необходимо проверить на бруцеллез, туберкулез. Весенняя проверка сейчас у нас идет в районах, чтобы этому не противились. Вот, а наоборот бы оказывали содействие, потому что речь идет о здоровье человека. Хочу обратиться с просьбой, чтобы этот вопрос понимали ответственно, что необходимо проверить точнее на 2 заболевания, на бруцеллез и туберкулез. 5 мая с полуночи до 22 часов в некоторых районах столицы будет прекращена подача воды, сообщает Сухумский водоканал. Воды не будет в новом районе, старом поселке, на улице Эшба, в районе вокзала, улице Адыгейской, на Виеме, в центральной и нагорной частях города, в районах рынка и маяка. Отключение связано с ремонтными работами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 5 мая на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9-14, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.